Здравствуйте, вы смотрите канал ТОП-5. Многие из нас мечтают о бессмертии или хотя бы об очень долгой жизни. Ученые с незапамятных времен стремятся изобрести эликсир вечной молодости. А в это время в природе уже давно существуют животные, которые никогда не умирают или живут очень долго. Вот о 10 практически бессмертных существах, над которыми старость не властна, я вам сейчас и расскажу. Поехали! Начнем с красных морских ежей. Жизнь этих медлительных существ, возможно, скучна, но никак не коротка. Ученые обнаружили несколько особей возрастом 200 лет. Самое интересное, что они не имели никаких признаков старения. Красные морские ежи, если и могут умереть, то только в результате нападения хищников или от болезни. У 100-летнего морского ежа столько же шансов прожить еще год и произвести потомство, сколько и у 10-летнего. Красные морские ежи никогда не перестают расти. Диаметр самых крупных особей достигает 19 сантиметров. Не меньшим долгожительством может похвастаться алеутский морской окунь, который никогда не умирает от старости. Эти рыбы живут на полукилометровой глубине, растут очень медленно, становятся половозрелыми очень поздно и спокойно доживают до 200 лет. Но если эти существа бессмертны, то от чего же они умирают? А все дело в том, что эти рыбы, как и некоторые другие бессмертные существа, всю жизнь не перестают расти. Это и становится причиной их смерти. С увеличением массы тела падает скорость перемещения. В итоге ни за добычей не угнаться, ни от преследующего хищника оторваться. В конце концов, эти бессмертные животные гибнут, полные сил и здоровья. Среди аквариумных рыбок подобной живучестью могут похвастаться только карпы-кои. Самому старому зарегистрированному карпу на момент гибели в 1977 году было 226 лет. Только вдумайтесь, он родился еще до появления Соединенных Штатов Америки, пережил 8 человеческих поколений и сменил нескольких хозяев, которые за ним ухаживали. Несколько лет назад ученые обнаружили самое древнее из живущих существ на Земле. Однако вскоре они признались, что непреднамеренно убили несчастного, когда попытались открыть его, чтобы определить возраст. Океанический Венус, который относится к глубоководным моллюскам, был выловлен со дна океана возле Исландии в 2006 году. Не догадываясь о его возрасте, ученые положили моллюска в морозилку перед тем, как открыть, и тем самым убили его. Когда животное забрали в лабораторию, исследователи из университета Бангор изучили его и определили, что ему 405 лет. Это открытие было зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Однако недавно использовали более детальные методы определения возраста и выяснили, что животное больше чем на 100 лет старше, то есть ему 507 лет. Кто знает, сколько бы он еще мог прожить, если бы его не убили. А это у нас сухопутные черепахи. Об их долгожительстве известно всем. В среднем здоровая черепаха может прожить более 150 лет. В 2006 году в зоопарке Калькутта умерла особь, которой было 255 лет. Причиной смерти стала трещина в панцире. На момент ее смерти в зоопарке, в котором она жила последние 130 лет, сменилось несколько поколений рабочих. Далее у нас идут губки. И тут мы приближаемся к рекордам долгожительства. Если вы вдруг не знали, то губки являются животными. Эти существа малоподвижны и растут очень медленно. Именно их размеренный рост и низкая скорость метаболизма некоторым видам обеспечивает невероятное долголетие. Например, антарктические губки показывают просто реальное воплощение бессмертия в чистом виде. Так, учеными была обнаружена особь, которая прожила 1500 лет. Но это никого не впечатлило, так как науке известна 2-метровая губка, обитающая в море Росса, возраст которой ученые оценивают в пределах от 11 до 23 тысяч лет. Ну а теперь, наверное, самый долгоживущий организм или попросту бессмертный. Скорее всего, многих людей этот пункт не удивит, так как за последние несколько лет о необычных возможностях медуз стало многое известно. Вид медуз под названием Turritopsis nutricula рождается и растет, как любое другое животное. Но когда они достигают определенного возраста, то возвращаются обратно к стадии полипа и начинают взрослеть заново. В человеческом эквиваленте это было бы примерно как если бы 50-летний человек вернулся к состоянию подростка. Это означает, что эти медузы потенциально бессмертны. Генетики и специалисты по биологии моря активно изучают медузу, чтобы понять, как ей удается обращать вспять процесс старения. По одной из гипотез, клетки в
организме таких медуз трансформируются, преобразуясь из одного типа в другой. Смерть этого существа возможна только если его съедят другие хищники. Учитывая, что они не умирают естественной смертью, эти медузы при определенных условиях способны слишком сильно размножаться, нарушив равновесие Мирового океана. Далее у нас идут тихоходки. Эти крошечные животные размером в 1,5 мм скорее не бессмертные, а просто неуязвимые существа. Они могут выживать даже в довольно жестких условиях. Например, их как-то заморозили на 30 лет, а потом достали, разморозили назад и обнаружили, что они живы-здоровы, хотят и, главное, могут размножаться. После этого их заморозили на 20 месяцев в жидком кислороде при минус 193 градусах Цельсия. И они снова выжили. Потом их на 8 часов заморозили жидким гелием до минус 271 градуса. Но и это для них оказалось ерундой. После этого тихоходок целый час варили в кипятке, и они вновь выжили. А потом ученые решили провести самое серьезное испытание. Тихоходок подвергли мощнейшему излучению дозой в 570 тысяч рентген. Чтобы вы знали, человека убивает доза всего лишь в 500 рентген. Так вот, половина тихоходок, которых облучили немыслимой дозой, выжили. Потом их еще запускали в открытый космос, и чего только с ними не делали, но эти существа всегда выживали. Во всяком случае, большинство из них. Ученые сходятся во мнении, что тихоходки смогут пережить падение астероида и взрыв сверхновой, ведь они выдерживают радиацию в 1000 раз превышающую смертельный уровень для человека. Эксперты отметили, что их исследование указывает и на возможность существования жизни на других планетах. Ведь если на Земле есть такие стойкие ребята, как тихоходки, то что же может помешать им жить и прекрасно себя чувствовать где-нибудь еще? На этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и посмотрите 2 предыдущих видео.